любители детско-юношеского футбола. Говорит и показывает Приморский край, город Владивосток, стадион «Динамо». Сегодня в очередном матче юношеской футбольной лиги зоны Дальний Восток команда филиала Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина в Приморском крае принимает гостей из города Якутска. Команда спортивную школу по футболу «Якутия». Напомню, что ранее команда 2009 года рождения одержала победу со счетом 7-0. Представляем вам составы играющих команд. Наши гости – спортивная школа по футболу «Якутия», город Якутск. Номер 16 Илья Козырев, номер 11 Александр Александров, номер 13 Денис Бабюк, номер 19 Максим Гришин, номер 3 Михаил Кабанов, номер 7 Алексей Киселев, номер 5 Иван Климов, номер 18 Даниил Мирошниченко, номер 22 Владислав Радкевич, номер 23 Павел Сердцов, номер 2 Андрей Тренер. Представители команды спортивной школы по футболу «Якутия». Начальник команды Назаров Григорий Григорьевич и главный тренер команды Иван Ивочкин Василий Викторович. Представляем вашему вниманию хозяев поля, команду филиала Академии «Динамо» в Приморском крае. Номер 16 Латынский Матвей, номер 11 Букреев Денис, номер 15 Таташенко Захар, номер 17 Ефимов Тимофей, номер 9 Забиякин Михаил, номер 10 капитан команды Андрей Михаленко, номер 19 Артур Никитин, номер 4 Кирилл Остапенко, номер 12 Максим Пантелеев, номер 13 Семен Сухинин, номер 8 Михаил Досенко. Тренер команды Родькин Евгений Николаевич и главный тренер команды. И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет на поле встречаются команды. Академия «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, филиал в городе Владивостоке, Приморский край. Игровые футболки цвета белый и спортивная школа по футболу город Якутск. Якутия. Игровая футболка цвета синий. У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Только что эта встреча началась, давайте вместе за нею с интересом наблюдать. Поехали. Только что слышали мы стартовые составы команд, а также тренеров коллективов и судейскую бригаду. Ну и, собственно, Захар Томашенко и игрок под номером 4 Остапенко Кирилл. Хо-хо! У двоих футболистов-динамовцев сегодня день рождения. Захар Домашенко, Кирилл Остапенко. Молодцы. С днем рождения все. Любители футбола поздравляют. Счастья, радости желают. Непременно футболистами стать, но и при всем при этом богатырским здоровьем овладеть, чтобы по жизни спорт помогал самые-самые большие, серьезные, разносторонние задачи решать. Итак, ребята, еще раз с днем рождения. И за игрой продолжаем следить. Видим мы то, что мяч в районе средней линии находится, и попытаемся давайте с вами разобраться, кто в каких позициях у команд действует. Вратарь команды «Динамо» Матвей Ладынский, номер 16, пара центральных защитников. Михаил Тосенко, номер 8. И, наверное, Кирилл Остапенко. Но посмотрим, проверим. А пока слева Андрей Михаленко, он же капитан, он же десятка. Передачу отдает ту, которая весьма перспективная в расчете на открывание Максима Пантелеева, являющегося центральным нападающим. Итак, Максим в центре, Андрей чуть левее, и попытаемся мы сейчас рассмотреть и вспомнить, кто же будет чуть правее. В тройке атакующих игроков, а пока нарушение от «Динамо» и устное внушение от главного арбитра сегодняшней встречи, которым является Богдан Константинов, в адрес футболиста, правила нарушившего, номер 4.
Кирилл Остапенко. Да, именно он в центре вместе с Михаилом Тасенко. Вполне возможно то, что опасный навес либо удар увидим мы с вами сейчас. Наблюдаем за тем, как в штрафной площади владивостокцев происходит борьба за позицию. Активно пробуют отклеиться, открыться гости. Но не последовала передача. Видели мы только что удар. Выше цели, мяч отправивший. И Михаил Тасенко по диагонали направо. Мяч переадресовывает. Рискну предположить то, что там справа действует Денис Букреев, номер 11. Остапенко, Тасенко, снова мяч у них. Здесь слева от Михаила под номером 19 действующий Артур Никитин. Андрей Михаленко подхватил. Тимофей Ефимов получил в касание, тут же переадресовал. И на Тимофея его партнер пытался ответную передачу отдать. Бежит прессинговать. Смотрите, какой. Просто невероятную скорость набравший в предыдущем эпизоде под номером 22 у гостей действующий Владислав Радкевич. И здесь Владислав. И тоже за счет скорости единоборство выигрывает. Мяч получает, разворачивается, передачу партнер отдает. На действующего в атаке слева от него под номером 18 выступающего Даниила Мирошниченко. А левым защитником у гостей является, судя по всему, Алексей Киселев, номер 7, только что мяч выбивший из-под ног Дениса Букреева. Заброс вперед «Динамо» в опорной зоне. Отбор гостями. Длинная передача вперед. Здесь Никитин дежурил. Мяч укротил. Пас партнера тут же отдал. А укротил его игровой снаряд. Главный укротитель мяча в команде, он же капитан. Андрей Михаленко. Тасенко. Бежит прессинговать. Радкевич. Подключается к розыгрышу Ладынский. Остапенко. Снова Тасенко. Ну и Никитина бы подключить. Пока что Михаил сам. И вот здесь вот передачу более обостряющую выбирает. Для себя вариантов. Вариантом. Что-то требуется поправить, видимо, в экипировке одному из футболистов гостей. Богдан Константинов отправляет этого игрока за пределы поля. С мячом Михаил Тасенко. В опорной зоне открывается Семен Сухинин, номер 13. Вместе с ним в центре действует под номером 15 Захар Домашенко. И кто еще? Ну и Тимофей Ефимов, конечно же. Пас направо. Перехват от гостей, но ненадолго. И справа в обороне действующий, но в позиции челнока играющий. Номер 9 Михаил Забиякин только что в моменте был. И вбросил мяч из-за боковой. Тоже он. Итак, из четверки защитников владивостокцев 2 Михаила. Тасенко и Забиякин. События развиваются вдали от нас, вдоль боковой линии. И снова Михаил Забиякин. В данном случае розыгрыш с Семеном Сухининым. И попытка отбора от Александра Александрова. Пас вперед. Радкевич снова заметен. Забиякин. Смотрите, как его настиг. Догнал, забрал. Мячом владеет. Это Данил Мирошниченко, номер 18, видимо. Проверим, посмотрим, понаблюдаем. А пока
У Никитина отбор от соперника, но подстраховка от Андрея Михаленко. Итак, Захар Домашенко потеря. Опасных моментов пока еще не было. Никитин. Матвей Ладынский. И еще раз обращаем внимание на то, что с точки зрения тактики у «Динамо» не для кого, не секрет для нас, то, что 4-3-3, а какова схема у якутского коллектива. Но разберемся потом, потому что 1-0. Андрей Михаленко забивает. Уверенно, надежно, хладнокровно. Левой ногой отправляет мяч вправо от себя, влево для голкипера. Низом, точно, сильно. После паса от Максима Пантелеева, судя по всему. Но и Михаил Кабанов схватился за голову, игрок команды спортивной школы по футболу «Якутия». Кажется, там был момент у него, когда... Казалось бы, что на мяче он первый, но не смог. Не смог им в итоге завладеть. Пробует в атаку в ответ гости идти. Мирошниченко. Сольный проход. Хозяева. Коллективный отбор. Перевод на капитана. Тот. Тимофей Ефимова. Нашел. Тимофей. С мячом. Никитин. И решили за счет неторопливого перепаса владивостокцы поискать зону посвободнее, через которую можно было бы попробовать вперед движение начать. Букреев разгонялся. Пантелеев активен. Букреев подача. Ефимов. Ну и обратите внимание, кто у Тимофея мяч забирает. Это нападающий. И удар издали от Артура Никитина. И быстрый розыгрыш мяча гостями. Киселев. Нет, это был не Киселев. Заброс вперед. Букреев. Мирошниченко. Заметен. Возникают сложности у Якутии с тем, чтобы среднюю линию преодолеть и с мячом при этом остаться. Тасенко. Передача налево верхом. На капитана. Тот сумел устоять в борьбе с соперником. Другого обыграть, проскочить. И все-таки подстраховка Кабанова спасла данную ситуацию от опасности. Когда мяч получил, капитан владивостокцев тут же Ивана Климова обыграл. И на высокой скорости к чужим воротам устремился. Право на угловой. Андрей заработал и сам же собирается его исполнять. В район дальнего угла площади ворот подача, потому что мы видим то, что его партнеры там открылись. И руками размахивают, запрашивая передачу от капитана к ним. К ним туда мяч и отправляется Андреем. А здесь сам Андрей уже в чужой штрафной. Ищет возможность пробить. И удар наносит опасный, но справляется Илья Козырев с этим мячом.
И положение вне игры зафиксировано. Данил Мирошниченко. Повтор эпизода. Здорово, не правда ли? Здесь Андрей Михаленко был один против двоих. Перед ним были двое. Максим Гришин, правый полузащитник, и правый защитник Иван Климов. Но Андрей смог их оставить неудел, поворотом пробил, но там здорово сыграл Илья Козырев. Забиякин. Точно. Букреев. Технично. Это, наверное, Пантелеев. Пас вперед. Да, в недодаче он, крывшийся под этот пас от партнера, Максим Пантелеев, только что в моменте был. Владивостокцы большим преимуществом владеют. Одну игру уже успели выиграть динамовцы, 5-2 обыграв в первом туре «Вулкан». А на прошлой неделе, сыграв в ничью 2-2 с Благовещенском, очки поделили. А что касается якутского коллектива, то 2 поражения. Оба с одинаковым счетом 1-2. В первом туре дома от уссурийского «Локомотива», а во втором туре дома от Владивостокской краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Тасенко, точный пас. И смотрите, шанс может быть. Выход опасный. Тимофей Ефимов бьет. Уже в падении. И снова свою команду Илья Козырев спасает. На коротке не разыгрывает. Сильный удар вперед. И Мирошниченко мчит. Остапенко. Мирошниченко. Даниил. Свисток. Второй помощник арбитра. Икрам Мустафаев жестом флага подсказал главному арбитру, что игру нужно приостановить. Тасенко под давлением от Радкевича, который мяч забирает, скидку совершает изящную. Но не поверил в это Павел Сердцов. Несколько шажочков ему не хватило, чтобы старания и усилия партнера преобразовать в удар с опасной близости. Радкевич заметен. Молодец, Владислав. Климов из-за боковой. Далеко мяч отправляет. Тасенко там. Его некоторым образом выбивает. И после этого удар вот такой вот неточности. Отправляющий мяч высоко. Тасенко. Через Ефимова. Далее. На третьего. И Андрей Михаленко. Не точно. Но тут же в отбор. Андрей Тренин немножко замешкался, и сразу же Андрей Михаленко этим воспользовался. Тренин налево. Но Андрей Тренин, получается, в опорной зоне. Радкевич. И удар. Ох, как красиво! Когда до ворот расстояние было метра 22-23. От Андрея Тренина, кстати. Занимающего позицию чуть левее, в центре. А с ним в опорной зоне Александр Александров. Вот такая пара центральных опорных полузащитников. Слева Мирошниченко. Справа Гришин. У Якутии. А в это же самое время владивостокцы вперед идут. Тимофей Ефимов. Денис Букреев. Но и угловой. Еще один назначается в пользу «Динамо». И Захар Домашенко отправляется к сектору.
Подача, удар. Мяч летит, рядом со штангой пролетая. Денис Букреев. С такой достаточно необычной точки для удара. Изловчился его нанести. Ну и назначается по результатам этого действия еще один угловой. Подача. Удар. Не состоялся. Тимофей Ефимов по мячу не попал. Хотя был свободен. Козырев. К сильному удару вперед готовится. Налево, где Мирошниченко. Владивостокцы отбор. Сухинин, передача на Тасенко. И налево на Никитина. Ефимов, Никитин. Вперед. Ефимов в центре против Сердцова. А получается то, что Павел Сердцов, он вместе с Владиславом Радкевичем, они же такие вроде бы, можно сказать, что похожи между собой футболисты, но если вот Радкевич, он прям явно выраженный нападающий, то Павел Сердцов такой, действующий несколько из глубины, помогающий в опорной зоне своим партнерам, которыми являются Андрей Тренин и Александр Александров. То есть, грубо говоря, вроде как схема 4-5-1 у гостей. Но и право на угловой заработали они. 21 минута на секундомере. Подача сейчас состоится. Ого, как высоко. Ефимов не туда выбил. Получилось то, что скидку достаточно опасную совершил. Но только не в пользу своей команды, а вот получается, что наоборот. С шансами для команды соперника. Но и слева кто? Киселев. Вброс. Мирошниченко потеря. Захар Домашенко участвует в розыгрыше вместе с защитниками. Мяча от ворот. Кирилл Остапенко, сильный удар вперед. Ефимов. Из-за спины Александрова выскочивший. Забиякин. Пантелеев, скидка. И удар классно. Подготовив себе, наносит Андрей Михаленко. Александров. Тренин. Назад. Кабанов. Вперед. Радкевич. Ох, как здорово снова! Какой же быстрый парень. У Михаила Тасенко и Кирилла Остапенко есть сегодня задачка такая непростая. Не проморгать. Вот эти вот рывки, которые совершает Радкевич. Один из них, если помните, уже привел к перехвату, к изящной скидке. Помните? Когда Павел Сердцов был адресатом паса, который вполне мог стать голевым. Тимофей Ефимов перевод. Андрей Михаленко.
Не смог оставить мяч внутри штрафной площади соперника. Артур Никитин. И здорово! Удар по воротам. Это, наверное, все-таки прострел был. А сейчас удар. Но пока не гол и здесь. Моменты, в которых Пантелеев был. И Ефимов. Поочередно один и другой. Шансы только что имевшие. И снова угловой у ворот гостей. И, судя по всему, Семен Сухинин передачу выдает, доставляя мяч куда-то вдаль. И, кстати, снова адресатом был, наверное, неспроста Тимофей Ефимов, но очень уж вдалеке от ворот, и чего-то опасного здесь не получилось создать. Но контроль остается у хозяев, в котором снова Радкевич всячески пытается им помешать. Сухинин. Отличная передача. За спину защитнику. В свободную зону для Дениса Букреева, пытающегося в настоящий момент Киселева обыграть. Подача! И в районе дальней штанги шансы были на замыкание кстати, у Дениса Букреева. Они, видимо, флангами поменялись. И там что, получается, был? И передачу отдавал кто? Андрей Михаленко? Букреев. Обыгрыш. Обманные движения. Захар Домашенко подбор. Попытка пробить. 25-я минута подходит к завершению. Хозяева 1-0 впереди. Благодаря голу капитана Илья Козырев очень сильно вперед. Никитин. Кирилл Остапенко. Справа вроде бы есть Михаил Забиякин, но ему передача не следует. Но Михаил, посмотрев на все это дело, решил в борьбе его для себя забрать. Но все-таки в данном эпизоде сделать ему это не удалось. И он снова пробует быть в единоборстве. Очень здорово и быстро. В момент включается. А в данном случае отбор и мяч у Сердцова. Передача налево. Владивостокцы идут вперед. Букреев. Против которого в эпизоде был Михаил Кабанов. Климов. Ну, наверное, нужно подальше забросить. Букреев. Климов корпус выставляет. И снова будет из-за боковой линии мяч водить. Смотрите, как резким движением. На Мирошниченко его отправляет. Данил Семена Сухинина легко обыгрывает. Пас отдает налево. А там Радкевич идеально возвращает уже в свободную перспективную зону для Данила мяч. И мешает ему Кирилл Остапенко. Ему... Это острому и заметному футболисту команды гостей, действующему под номером 18, распружинивают за хозяева Захар Домашенко. Пас направо. Максим Пантелеев. Где-то там должен быть. Денис Букреев. Обыгрыш. Прострел. Климов справляется в данном случае. И мяч в руках у Козырева. Который снова сильно вперед бьет. Так. Нарушение правил против Андрея Михаленко. Соперник в данном случае его, владивостокского капитана, некоторым образом придержал.
И Захар Домашенко видит сигнал от арбитра, то, что по свистку можно будет этот штрафной производить. Солидные 9 метров отсчитаны. Захар Домашенко готов к тому, чтобы, ну, наверное, бить, судя по разгону. Удар наносит. Мяч в створ прилетел. И Илья Козырев его надежно поймал. И снова вперед быстро он его отправляет, потому что там уже ждет, не дождется Данил Мирошниченко, которому чрезвычайно хочется снова побороться, проявив свои физические качества, скорость, силу и вдобавок к этому приплюсовав еще и неуступчивость. Сухинин. Пас налево. Букреев против Климова. Отбор. Иван Климов. Никитин. Обыгрывает оппонента, приближается к чужой штрафной. В подстраховку выходит Михаил Кабанов. Падение, потеря. Ну что ж, пока пауза, давайте, наверное, напомним то, что тренерами команд являются филиала Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, владивостокцев, Евгений Николаевич Родькин, ну а якутского коллектива Василий Викторович Ивочкин. Радкевич в чужой штрафной, это интересно. И Забиякина тут же бросается бороться, помогать против опасного соперника Кирилла Остапенко. Но и мяч забрав, вперед они его отправили на своего капитана, который пробует финтить, но Денис Бабюк. Левый защитник гостей там оказался против. Домашенко. Артур Никитин. Далее пас вперед на Максима Пантелеева. Тот развернулся, пытается бить. Михаил Кабанов блокирует. Забиякин. Вброс в борьбу. Сражение, в котором Остапенко и Радкевич. Тасенко налево. И какое-то повреждение по результатам момента, в котором были Сухинин и Киселев. Алексей Киселев – это второй центральный защитник вместе с Михаилом Кабановым у команды гостей. И замена у них готовится. У якутского коллектива. Ну что, кто уходит? А уходит уважаемый зритель Максим Гришин. Правый полузащитник. Вместо него появляется Оскар Гузаиров. Вместо игрока, выступающего под номером 19 Гришина Максима, на поле появился игрок под номером 77 Гузаиров Оскар. Сухинин, пас направо, Забиякин. Через Андрея Михаленко. Все-таки Андрей, смотрите, как с мячом работает. Классно! Обыгрывает соперника с легкостью и пас выдает изящный. Подбор срабатывает, навес совершает. Действуя очень много на мяче, без мяча, серьезное влияние на атаку команды оказывая. Вот буквально совсем недавно прошла игра команд для игроков не старше 15 лет, в которой также капитан владивостокцев
один из группы атаки. Станислав Траханенко на себя внимание обращал примерно подобными действиями в большом количестве успешными. Конструктивными, созидающими, обостряющими. И в исполнении изящными и красивыми. Михаленко. Вот ни с кем его не спутать. И от Ефимова попытка пробить. Пас вперед. Радкевич побежит. Но Никитин корпус выставляет. Снова с мячом Артур. Катит назад. На Кирилла Остапенко перевод. И на Михаила Забиякина пас. Средняя линия преодолена. Дальше. Через центр. Через Ефимова. Через Пантелеева. Бабюк разряжает. Домашенко обыгрывает Сердцова и бьет с расстояния метров почти в 30. С левой ноги промахивается. Козырев. Пока еще, по-моему, не было ни одного розыгрыша от ворот с риском у гостей в этом матче. Стараются действовать понадежнее. Но все же в счете уступают. Сердцов. В борьбе с Домашенко оказался ловчее. Пас направо. А тут свежий Гузаиров должен быть. Оскар. Сердцов. О, неплохо получилось. Удар от Павла тогда, когда, пожалуй, его особенно никто и не ждал. Такая была точка, откуда обычно не бьют. Тасенко. Перехват. Бабюк. Нет, прошу прощения, Киселев. Радкевич и Мирошниченко были в зоне, куда Алексей мяч вел. Нарушение. 10 минут еще в первом тайме командам играть. Итак, подача готовится гостями. Свисток арбитра прозвучал. А это удар. Вот так. Позиционный прессинг от Якутска. Мяч на своей половине у Владивостока. Бабюк. Кстати, все-таки, пожалуй, Денис Бабюк, центральный защитник, вместе с Алексеем, с Михаилом Кабановым. А Алексей Киселев действует слева. Тасенко, Забиякин. Еще раз отметим то, что болельщиков достаточно много. Так, если пересчитать, то, наверное, сотню точно можно набрать. А может быть, даже и больше. И, кстати, давайте, наверное, пользуясь случаем, от души поблагодарим их. Потому что все-таки, когда зрители на трибунах, футбол и играется веселее, и смотрится по картинке тоже. Вот мы с вами не можем быть на трибунах. Смотрим
у экранов своих мониторов. И нам приятно то, что там вот событие происходит, в котором есть все, и спортивная часть, и зрительский интерес. И в атаке снова владивостокцы были ловля мяча Ильей Козыревым. Домашенко. Нет, Сухинин. Мирошниченко перехват. Пас. Павел Сердцов направо. Иван Климов скорость набирает, но здесь от Букреева убежать будет сложно. Тасенко и Домашенко зона. Слева. Как будто бы была, но перевод направо. Андрей Михаленко. Удар готовит, наносит его. Хо-хо! И вратарь, видели как? Игроцкий останавливает мяч ногой. Редкое явление. Всем видом показывая то, что... в общем-то, ребята, бейте. К любым вашим ударам я готов. Тасенко. Остапенко. Транзитом через Сухинина на Забияку. На Забиякина, прошу прощения. И далее свисток арбитра. Некоторая приостановка игры. Чтобы после нее Михаил мог из-за боковой линии мяч вести. Через Тимофея Ефимова обыгрыш. Тимофей в борьбу включился. Киселев из-за боковой. Но, скажем, не очень много моментов опасных. По ходу первого тайма командами создается. Но такое ощущение, то, что по потенциалу одна и другая команда вполне себе могут позволить рассчитывать на то, чтобы еще сегодня отличиться. Тасенко. Активно задействуются у владивостокцев фланги. Практически через центр мы не видим переходов со своей половины на чужую. Справа активен Михаил Забиякин. Двоих проскакивающий, подачу совершивший. Сухинин. Тасенко. Ефимов. Андрей Михаленко поучаствовал в розыгрыше. И еще немного свою команду к чужим воротам приблизил. И ситуация уже на входе в чужую штрафную. Букреев. Подача. И скидка. Скидка от защитника в адрес своего голкипера. Игра проходит на фоне некой мелодии, которая где-то играет там на набережной. Сразу за пределами стадиона, естественно, что в центральной прогулочной зоне города Владивостока. И такая успокаивающая мелодия. Вот ее бы сейчас заменить, например, на что-нибудь, такое, наоборот, энергичное. Вот интересно, повлияло ли бы это как-то на игру? Вот даже чуть-чуть едва доносящиеся звуки разного рода музыки, как вы думаете, влияет на настроение ребят? А пока что Радкевич, всю игру показывающий то, что, в принципе, он готов сражаться. Вне зависимости от того, начала тайма, середина, либо конец. Уважаемые болельщики, в перерыве матча мы разыграем фирменную атрибутику
Динамо. С мячом гости. Объявление по стадиону. О, какая передача! Положение вне игры. Даниил Мирошниченко второй раз в сегодняшнем матче. Но объявление было насчет того, что в перерыве между первым таймом и вторым, который случится уже буквально через несколько минут, для собравшихся зрителей состоится розыгрыш. Конкурс. Очень интересно, что это за конкурс. Обязательно узнаем, вам расскажем. Но, наверное, какой-нибудь футбольный. Что-нибудь из футбольного мастерства нужно продемонстрировать, чтобы конкурс выиграть. Алексей Киселев. Сильный заброс вперед. Еще один. Матвей Ладынский не без труда. В данном случае смог мяч сохранить. Павел Сердцов. А нет, прошу прощения, это был Андрей Тренин. Итак, звучит свисток, который означает то, что первый тайм завершен. Очередного матча третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет. Поединка, в котором между собой встречаются филиал Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край, и спортивная школа Олимпийского резерва, нет, прошу прощения, спортивная школа по футболу Якутия, город Якутск. При счете 1-0 в пользу владивостокцев единственный мяч забит вот этим парнем. Повтор эпизода, одного из эпизодов, с участием которого видели мы только что, капитаном команды, капитаном владивостокцев Андреем Михаленко. А это, пожалуй, самый опасный удар, который был в исполнении гостей. Ну что ж, команды отправились на перерыв. Давайте мы с вами, уважаемые зрители, тоже позволим себе немножечко отдохнуть.
И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Продолжается трансляция со стадиона «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет на поле встречаются команды. Филиал Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край, игровая футболка цвета белый и спортивная школа по футболу «Якутия», город Якутск, игровая футболка цвета синий. По результатам первой половины счет на табло 1-0 в пользу команды «Динамо». Единственный забитый мяч на свой счет записал капитан Андрей Михаленко. Но и вторая половина только что началась, давайте и за нею вместе также с интересом наблюдать. Пока был перерыв и футболисты имели возможность немножко отдохнуть, у зрителей был конкурс, который заключался в том, чтобы забить с 11-метровой отметки одному из вратарей Академии «Динамо». Ну и, собственно, есть победитель, который получил в качестве приза вымпел от филиала Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Самый ловкий, самый техничный исполнитель 11-метровых ударов. Ну и, собственно, игра продолжается, по ходу которой, видимо, как гости на чужую половину перешли. И вот такая длиннющая передача от Алексея Киселева, который является крайним левым защитником, крайним правым у гостей. Выступает Иван Климов. У Алексея номер 7, у Ивана номер 5. В центре номер 13 Денис Бабюк и номер 3 Михаил Кабанов. Вот такая четверка защитников гостей. Четверка защитников у хозяев. Пара центральных. Михаил Тасенко номер 8, Кирилл Остапенко номер 4. Слева и справа соответственно Артур Никитин номер 19 и Михаил Забиякин номер 9. Тройка центральных полузащитников. Ну что ж, давайте, наверное, сначала про гостей. Номер 2 Андрей Тренин. Далее номер 23 Павел Сердцов. И номер 11 Александр Александров. Тройка полузащитников у владивостокцев это Семен Сухинин номер 13, Захар Домашенко номер 15 и Тимофей Ефимов номер 17. Ну и, скажем так, тройка атакующих игроков у гостей это слева номер 18 Данил Мирошниченко, справа номер 17 Оскар Гузаиров и центральный нападающий, но местами затерзавший своими рывками и прессингов владивостокцев. Под номером 22 у якутского коллектива действующий, много на себя внимания обращающий Владислав Радкевич. А что касается тройки атакующих игроков у владивостокцев, то это слева, но по ситуации иногда и справа, капитан номер 10 Андрей Михаленко, номинально справа номер 11 Денис Букреев и центрально нападающий номер 12 Максим Пантелеев. Тренеры команд у гостей Василий Викторович Ивочкин, у хозяев Евгений Николаевич Роськин. Ну и судейская бригада, судья в поле Богдан Константинов, первый помощник Илья Тройников, второй помощник Икрам Мустафаев. А Мирошниченко в опасной атаке. И лишь только Михаил Тасенко смог в подстраховке с работы не дать сопернику опасно пробить. Гости право на угловой заработали. И неспешно отправляются его подавать. А мы с вами вспоминаем про то, что резервный судья в сегодняшнем матче Евгений Устенко и инспектор сегодняшней встречи Артем Сергеев. Но и Павел Сердцов подачу совершает. И, видимо, это был он. Удар совершить гостям по воротам не удалось.
5 минут во второй половине сыграно. Классный отбор от Александрова. Но после этого тут же потеря. Гостями. С мячом Динамо, но пока что, оказавшись на газоне, встать все еще после этого не получается, насколько я понимаю, Захару Домашенко. Но все, он уже на ногах. Гости им сейчас будут владеть. И игра продолжится. Ну да, кстати, забыли про вратарей сказать, то что ими у команд сегодня являются у гостей Илья Козырев, а у хозяев Матвей Ладынский. Илье Козыреву уже многократно приходилось в игру вступать. И уже, в принципе, действительно по-настоящему несколько раз свою команду он смог выручить. Удары, те, которые были нанесены гостями, то по большей части те, которые были опасны, оказались мимо цели. Их было несколько. Никитин. Климов пытается ему помешать. Скидка назад. Подача. Бабюк первый. Домашенко. Подбор. Потеря. Тренин. Разгоняется Андрей. Пас отдает на Радкевича. Заброс вперед. Гости. Подача. И попытка пробить в падении через себя. Павел Сырцов это был. Захар Домашенко классно развернулся, но отдал не точно. Денис Бабюк. Михаил Забиякин здорово выбил. Так получилось то, что Максим Пантелеев смог откликнуться. В окружении оказался, но не растерялся. Домашенко скорость набрал. Расстрел совершил. Назначается угловой. Сам Захар будет сейчас мяч в игру вводить. Ну и, наверное, Тимофей Ефимова будет пасом искать. И удар по воротам. Рядом со штангой мяч пролетает. А кто это был, к сожалению, так нам будет сложно разобрать. Номера нам здесь не увидеть. Но похож на Михаила Тасенко. Ну что ж, подсказывает мне то, что это и в самом деле был центральный защитник команды хозяев. Поворотом только что пробивший Михаил Тасенко. Никитин, Сухинин, Радкевич. Кирилл Остапенко.
Точно. А здесь Кирилл Остапенко мощно корпусом соперника оттеснил. Передача налево. Андрей Михаленко сразу мы по стилю узнаем. По технике контроля над мячом. Перевод направо, где Букреев. Удар наносит. И пытается в добивании сработать. Козырев. Обладающий мощным ударом. Налево Мирошниченко. Вперед. Остапенко. Тасенко. Ладынский. Перехват. Александров. Но там был Никитин. Шикарная передача в свободную зону. Букреев не врывается. Щиток отлетает аж. От такой скорости невероятной. Атака продолжается, в которой мяч все еще у «Динамо». И Андрей Михаленко всех обыгрывает. Всех обыгрывает. Передачу отдает, но не на гол. Сделал все ярко, красиво. Эпизод этот мы с вами запомним. Это уже концовка, где он всех обыграл. И после этого удар, который Максим Пантелеев нанес, но Илья Козырев сумел этот мяч отразить. Замена у владивостокцев. Букреев уходит. Марк Варченко, номер 7, появляется. И снова на Тимофея Ефимова верхом. Мяч отправляется в район дальнего угла площади ворот. Фотокорреспонденты на сегодняшнем матче. Видите, там парочка. То за одними воротами, то за другими, то вдоль боковой линии одной, то другой. Классные кадры сегодняшней игры пытаются не упустить. Ну, а пока Илья Козырев. Семен Сухинин. Александров. Сухинин. Остапенко. Домашенко. Александров вперед отдал. Арбитр подождал, чтобы удостовериться, что в этой передаче нет, ну знаете ли, такой перспективы, которую можно было бы в качестве преимущества использовать команде, против которой нарушение в момент паса было совершено. Речь идет, понятное дело, что про гостей. Потому что Александр Александров оказался на газоне, его кто-то из соперников в момент паса оттолкнул. Но судья не торопился и смотрел, ждал. Ну а здесь Киселев, Забиякин, Киселев. Фол. Ну, раз свисток был, то... А, нет. Свисток был о том, что мяч пределы поля покинул. Сильный удар вперед. Алексей Киселев. Его заброс. И будет сейчас еще один.
Сердцов подхватил. С вратарем обыгрался. Но и час игры позади. Гол пока лишь только один. Владивостокцы близки к тому, чтобы еще забить. Много разных атак они проводят. Тимофей Ефимов передачу классную совершает. Андрей Михаленко финтит. Все видит, пас отдает. И в данном случае на гол. Марк Варченко забивает, пробив левой ногой. И вроде бы голкипер среагировать смог. Вроде бы он как раз таки на линии удара был, но при падении все-таки не смог сделать так, чтобы этот мяч мимо себя не пропустить. Преимущество владивостокцев укрепляется. Михаил Кабанов, сильный удар вперед. Гузаиров там зацепился справа. Радкевича подключил. Как он разворачивается здорово. Продолжает мячом владеть. Подачу совершает опасную, с которой Михаил Забиякин не без труда справляется. Алексей Киселев с 30 метров попытался найти возможность пробить. Иван Климов подобрал. Андрей Михаленко помогает защитникам. Климов прессингует, удар, Сердцов наносит. До ворот было метров 12. А рядом со штангой мяч пролетает. Это самый опасный момент пока у гостей в этой игре. Еще раз отмечаем, в каких прекрасных условиях проходит игра. Центральный стадион Владивостока. Новое, смонтированное лишь только в прошлом сезоне искусственное поле. Четвертый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Гости пытаются большими силами атаковать. Смотрите, какая скорость. Ох ты, Захар Домашенко! Опередил таки Дениса Бабюка. Передачу отдал там на третьего пас и промах от капитана, который здесь хотел в касание без промедления забить мяч. Во всех отношениях восхитительный, но немного смазал. Велик был соблазн в данном случае сыграть под стать вот этой скорости, которую задал этому контрнаступлению Захар Домашенко. Пантелеев на капитана. Михаленко возвращает Максиму, тот врывается, бьет поворотом, штанга! Ну и, скажем прямо, спасение от Ильи Козырева. Сухинин борьбу выигрывает. В воздухе у Радкевича тот тут же в прессинг бежит.
Варченко. Ефимов. Михаленко. Снова Тимофей. Вновь капитан. И Климов. Как и положено быть крайнему защитнику, на ногах быстрый и расторопный. Владивостокцу мешает. Ну, а для тех, кто не знает, напомним то, что завтра в рамках очередного матча Первенство России по футболу, вторая лига, группа 3. Здесь же, на стадионе «Динамо», состоится матч между командами «Динамо» город Владивосток, Приморский край, и «Спартак» город Тамбов. Начало матча в 13:00. Тяжелый, конечно же, вид спорта футбол. Огромное количество нагрузки на спортсменов, на игроков. Но получается то, что как-то вот сваливается. Тут нужно быть, ну так, универсально здорово подготовленным. И руки, и ноги, и корпус, и голова, чтобы все было заряжено и готовым для большого количества разного рода ТТД. Наверное, ни в одном другом виде спорта столько сложностей нет. Может быть так? Да, есть, вне всякого сомнения, огромное количество разных технически невероятных элементов, которые в других видах спорта требуются для исполнения, но все-таки в футболе. Представьте, сколько всего нужно уметь. Итак, гости продолжают обороняться, владивостокцы. Их атаки не утихают. Тимофей Ефимов забить желает. Пока что лучшим бомбардиром он является. У него 4 гола. Правда, все 4 забиты в игре под номером 1. В тайме под номером 2. Против Вулкана. Розыгрыш. Домашенко открывание. И вот такое попадание в перекладину. Хитрое действие от Захара. Ефимов. Варченко. Удар. Рикошет. Гости перехват. Радкевич. Падение. Там Забиякин. Прям таки мимо себя вообще никого не пропускает. Тасенко. Центр. Семен Сухинин прочувствовал то, что можно мяч пропускать. А вот Андрей Михаленко ошибся. И потерю «Динамо» совершает. Артура Никитина там не было. Артур Никитин перестал как будто бы на постоянной основе к атакам подключаться. Тасенко. Кого-то заметил. Нет, не было там никого. Лишь только Алексей Киселев. Никитин. Михаленко. Скидка. Сухинин. Никитин. А где... А вот же здесь он справа. Захар Домашенко. Он, да, в тройке полузащитников, но правее. Тогда, когда... Марк Варченко где? Где-то по центру. А Семен Сухинин левее. А какую передачу Радкевич отдает шикарную! И супер шанс возникает. Ладынский спасает.
Павел Сырцов только что мог забить снова. И в первом тайме после изящной скидки, помните? После перехвата в чужой штрафной от Радкевича. Сырцов не прочувствовал. До мяча не дошел, пробить не сумел. А здесь не получилось у него голкипера переиграть. После чудо-паса от Радкевича. Ефимов подхватил направо. Не точно отдал. Но Пантелеев забрал и на капитана переадресовал. Пробил, который штанга, еще одна. Андрей Михаленко. На повторе мы смотрим, как с легкостью обыгрывает оппонента в лице Михаила Кабанова и бьет. Чуть-чуть не попадает. Варченко. Сырцов. Классный пас налево. О, Мирошниченко же есть, мы про него забыли. Потому что здесь Михаил Змейчук. Прошу прощения, Михаил, конечно же, Забиякин. Во втором тайме просто такие практически непроходим. Но вы согласитесь, то, что Данил Мирошниченко стал менее заметен во вторые 45 минут, нежели в первые. Может быть, здесь Мирошниченко. И снова, смотрите, Забиякин мешает. И Варченко помогает. И раз подтягивается сюда, так поодаль от своей опорной позиции, номинальной, Иван Климов, мы с вами можем предположить то, что будет длиннющий заброс. Климов, бросок. Забиякин. Михаил из-за боковой. Тимофей Ефимов. Марк Варченко. Потеря. Нет. Не сдается. Ефимов. Ну, правда, и Тренин тоже доиграл эпизод до конца. Кирилл Остапенко. Здесь будет сложно. Прессинг от Мирошниченко. Заброс. Разворот. Перевод. Налево. От Сухинина. На капитана. От которого пас вперед. На Ефимова. Пантелеев подхватывает. Обыгрывается с Тимофеем. И далее. Удар издали, но сильный с левой ноги. От Марка Варченко. Он же забил с левой ноги, по-моему. И здесь пробил. Тоже классно. И тоже с левой. Метра 22-23 до ворот было. Киселев. Забиякин. Кабанов. Домашенко. Как-то так размашисто во втором тайме стал играть Захар. Михаленко. Размашисто играющий всегда. Обыгрывает, пытается обыграть. Передачу шикарную совершает Варченко, бьет. Как он нашел этот пас?
Я про Андрея. Разглядел коридор. Может быть, повтор нам даже покажет, как раз пока пауза идет, а может быть и нет. Замена. Но, в принципе, поднабегавшийся. Мы с вами обратили на это внимание. Поле покидает Артур Никитин. Повтор эпизода. Спасибо нашим оператору и режиссеру. И подача углового. И снова в район дальнего угла площади ворот. Как-то вот достаточно однотипно. Что слева, что справа угловые подаются у «Динамо». Ждем объявления, чтобы понять, кто же у владивостокцев заменен. Кто ушел, кто появился. Но ушел, мы знаем, то, что Артур Никитин, а мог появиться только лишь, пожалуй, Артур Мингалиев в его позиции. Номер 18 заменил игрока под номером 19. Забиякин скорость набрал. Пас вперед отдал. Далее Андрей Михаленко. Предлагается, рывок совершая. Пас ему следует и попытка прострела. С мячом Владислав Радкевич обыгрывает одного, пытается проскочить второго, а нарушает третий. О, что-то там достаточно такое неприятное. Ногу свело, и одну, и вторую. Ну, набегался. Конечно, этот парень чрезвычайно работоспособный. И пока пауза, замена произошла в составе команды гостей. На поле появился игрок под номером 14, Михаил Кольцов. Михаил Кольцов появился вместо... А вот вместо кого? Пока мы не знаем, но что-то может быть сейчас прояснится. А пока что повтор эпизода, в котором, смотрите, Радкевич насколько хорош. Он и бежит здорово, и при всем при этом умеет мяч к себе классно привязывать. Ну и когда уже набегивается, когда уже все, все силы заканчиваются, аж ноги сводят, вот только лишь тогда, наверное, вынужден будет он попросить замену. И может быть как раз вместо него-то и вышел Михаил Кольцов. Пауза затягивается из-за того, что прям ну совсем не отпускает. Спазмы. Одной ноги и другой. Этого футболиста, который, вне всякого сомнения, в составе своей команды лучший по ходу этого матча.
Итак, пожалуй, давайте пока пауза скажем про то, что в турнирной таблице ситуация так складывается, что есть две команды, которые по результатам 3 проведенных встреч имеют максимальное количество баллов по 9. Это СКА Хабаровск и КШОР. Аплодисментами проводили замененного Владислава Радкевича. И снова мяч в игре, подача сильным ударом вперед. Мингалиев против Климова. Климов. Заброс. Гузаиров выпрыгивание. Падение. С мячом Оскар остается. Во Владивостоке вечереет. Местное время 19:35. Игра продолжается. К своему финишу потихонечку приближаясь. Домашенко. Пас назад. Снова с мячом Захар. Отличная стенка. Попытка прострела и рикошет, который приводит к еще одному угловому. Может быть, который в этот раз будет как-то по-иному разыгран. И может быть, в случае этого углового подача будет совершена неким другим способом. Помните, все каждый раз до этого по очень высокой траектории в район дальнего угла площади ворот подачи были. А здесь по-другому. И Максим Пантелеев оказался к этому не готов. Потому что такое ощущение, что вздрогнул, не ожидая, что мяч вдруг полетит в его зону. И, воспользовавшись этим, защитники гостей сработали по мячу первыми. Еще одна пауза. Снова футболисту требуется помощь. В этот раз владивостокцу. Это Захар Домашенко. Но он и в самом деле во втором тайме очень прилично. Ну, можно сказать, что даже не играет, а работает. Бегает с мячом, без мяча. Очень активным пытается быть. Варченко. С двумя соперниками справляется. И третьего обыгрывает. Но это уже было слишком. Подумали. Гости. Забрали, но потеряли. Оскар Гузаиров не точно отдал. Артур Мингалиев. Совсем уже пространства там не было вдоль дальней боковой линии, но все-таки он попытался пролезть. Потеря. Заброс вперед. А кто-то бежит. А он что, вернулся? Да, смотрите, вернулся Радкевич. Ай да молодца. А замена, видимо, произошла тогда, когда вышел Кольцов Павла Сердцова. Итак, Валентин Нижников готовится появиться, а меняет он Захара Домашенко. Вместо игрока, выступающего под номером 15 Захара Домашенко, на поле появился игрок под номером 5 Валентин Нижников. Остапенко, пас направо. Забиякин. На капитана. Против Андрея коллективный отбор. Кольцов завладел.
И Киселеву отдал. И с одной ноги после этого Забиякин вбросил. Перехват. Забиякин. Кстати, его тоже мы уже с вами, пожалуй, узнаем. По такому мощному силовому стилю отбора и такого движения. Сразу же вперед. Сразу же в борьбу. Радкевич. Ох, как он бросил. Такое ощущение, что прям совсем нечасто ему приходится из-за боковой линии ауты вводить. Но, кстати, достаточно далеко он мяч отправил. Ефимов. Скидка. Пас вперед. От Валентина Нижникова, судя по всему. Владивостокцы сейчас игру отыграют. Этот матч проведут. И потом лишь только через 2 недели снова в рамках ЮФЛ на поле выйдут. В номинально 4-м туре должна быть игра с Сахалином, но она перенесена на август. И поэтому 10 июня встреча в Находке против Океана, у которого пока все плохо. 3 игры, 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов 1-11. Замена. Андрей Михаленко уходит. Тимофей Чередов и Сергей Митрохович вышли. Тимофей Чередов и номер 20 Сергей Митрохович. Сергей Чередов вышел вместо Семена Сухинина, видимо, а Сергей Митрохович в атаку вместо Андрея Михаленко. И таким образом у владивостокцев лишь только на поле из запасных не появились Владимир Змейчук и запасной голкипер Матвей Ландин. Что ты делаешь, блядь? Кирилл Остапенко. Борьба за мяч. Алексей Киселев, удар вперед. Радкевич бежит. Замена у гостей. Андрей Тринин ушел. И Глеб Шульгин появился. О, какой мощный заброс от Климова. Киселев. Пас направо. Там прострел опасный. Михаил Тасенко оказался к этому готов. Ну что ж, заключительная минута основного времени второго тайма идет. Владивостокцы 2-0 впереди. По разу отличились в каждом из таймов.
В обоих голах Андрей Михаленко поучаствовал. Сперва забил, а потом отдал. Когда отличился Марк Варченко. Ефимов. Через центр шанс имеет. Бьет поворотом мощно. Все-таки смог пролезть. И момент себе создать. К основному времени второго тайма добавлено 3 минуты. Гости, прошу прощения, хозяева в атаке. Сергей Митрохович. Мяч укрощает. Отдает. Гости из последних сил отбиваются. Сигнал. Это значит замена. Ну что ж, Владимир Змейчук вместо Тимофея Ефимова. Вместо игрока, выступающего под номером 17 Тимофея Ефимова, на поле появился игрок под номером 3 Владимир Змейчук. Ох, как здорово мяч подхватив, скорость набрав, бежит и вперед бьет. Александр Александров. Матвей Ладынский. Кстати, здорово. По направлению и, главное, точно и сильно. Все рассчитал. Хорошо прицелился. И у Максима Пантелеева был шанс побороться. Киселев обыграл второго. Проскочить попытался, но многовато уже было подвигов. И Артур Мингалиев стал препятствием. Ну что, раз мы сказали про Владивостокскую игру, которая состоится через 2 недели в Находке, то давайте скажем то, что у гостей сегодняшнего матча их игра в 4-м туре без пропусков состоится совсем скоро. И тоже в Находке, 28 мая, буквально через 2 дня на 3-й. Но давайте признаемся, у Якутии самая сложная история с выездами. Они дальше всех, и каждый раз им добираться сложнее всех. Поэтому, на самом деле, абсолютно, ну так вот, без преувеличения подвиги совершают юные спортсмены. Вот уже 4-й сезон в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги, преодолевая такие дистанции и расстояния между городами. Итак, финальный свисток прозвучал. Очередной матч 3-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет завершен. Поединок между филиалом Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край, и спортивной школой по футболу Якутия, город Якутск. Победу одерживают хозяева 2-0. Но и нашему вниманию предлагается обзор самых интересных, опасных и ярких моментов, которые в этом матче произошли. Это гол, кстати, под номером 2. Капитан пас, Марк Варченко гол. Забитый мяч. Ну и давайте, зафиксировав то, что основная часть нашего очередного репортажа подходит к завершению, еще раз обе команды за игру поблагодарим. «Динамо» Владивосток, Приморский край с победой поздравим. И на прощание друг другу пожелаем всего самого лучшего и доброго. Впереди нас с вами ждет, после обзора опасных моментов, интервью с игроками по одному от каждой из команд и тренерами. Ну, а я со своей стороны прощаюсь с вами по традиции, как и в конце каждой трансляции, призываю вас всех заниматься спортом. Потому что спорта в жизни современного человека должно быть много.
Так, у нас на послематчевом интервью игрок команды Академия Динамо Марк Варченко. Марк, поздравляем тебя с победой, поздравляем тебя с первым голом в ЮФЛ. Давай, какие твои ощущения от игры и от забитого гола? Ну, я очень рад, доволен игрой команды. Могли, конечно, лучше сыграть и больше голов забить, но немножко не получилось. Будем над этим работать над завершением, вот, и забивать дальше больше. Ты говоришь, немножко не получилось, а в каких аспектах игры ты считаешь, сегодня вы немножечко провалились, скажем так? Ну, в завершении, по большей части, также в созидании в центре поля могли играть лучше. Как оцениваешь свою игру и мог ли ты сегодня сыграть лучше? Да, конечно, мог играть сегодня лучше, ну, где-то в каких-то моментах не получалось, вот, но буду стремиться к лучшему и играть в следующих играх лучше. Рад сегодня первому забитому голу, какие твои ощущения от этого? Ну да, очень рад, вот, дальше буду забивать больше. Мы поздравляем с победой и желаем тебе в дальнейшем удачи. У нас на послематчевом интервью Евгений Николаевич Родькин, старший тренер команды Академия Динамо Ю-18. Ну, Евгений Николаевич, поздравляем с победой, во-первых. Какая ваша краткая рецензия по сегодняшней игре? Победили. А более подробно? То что более подробно? Ну, выиграли важную игру. Наверное, были закрепощены те игры. Эту более-менее уже сыграли. Ну, конечно же, реализация моментов у нас хромает. Должны были выигрывать наиболее с крупным счетом и более, так сказать, спокойней. Вот. Ну, соперник себя проявил, молодцы. С характером команда играла до конца. То есть даже ноги у людей сводили, ну, и вставали и играли. В общем, ну, тяжелый матч получился. Спасибо вам большое, поздравляем с победой, удачи. Василий Викторович, старший тренер команды гостей. Ну, как можете оценить сегодняшнюю игру? Поражение 0-2 в Владивостоке. Ну, поздравляю, во-первых, хозяев с победой. Что сказать, как бы счет справедливый на табло. Команда сегодня хозяев была сильнее. Были у нас моменты, конечно, там могло чуть по-другому измениться, но что есть, то есть. 2-0 могли мы даже больше пропустить, поэтому, в принципе, как бы проиграли. Будем работать над своими ошибками в целом. Ну, а так, конечно, игра такая была напряженная для нас. Нам как раз игровой практики не хватает, как бы с такими сильными командами. Поэтому еще раз говорю, что команда «Динамо» играет достаточно хорошо. Поэтому мы, ну, в целом результатом как бы недовольны. Но и опять же, и не крупный счет тоже, в принципе, как бы нормально. Ну, а в целом могли, как вы считаете, сегодня увести хотя бы одно очко с Владивостока, и чего, возможно, для этого не хватило? Мы пока еще на улице практически не тренируемся. У нас мы манеж, поэтому нам тяжело на свежем воздухе. В целом не хватает функциональной подготовки. У нас как бы в начале там первого тайма были такие как бы подходы к воротам, похожие на голевые моменты. Если там забили, конечно, счет бы мог бы чуть-чуть, вернее, счет бы там изменился, и, наверное, команда соперника играла чуть по-другому. А потом они забили, когда нам 2 гола уже, и уже команда расслабилась. Конечно, тяжело там было уже
нам как-то переломить ход матча. Но в целом, как бы говорю, что футбол такая игра, особенно вот в этом возрасте дети, когда играют, можно при счете 2-0 забить гол, соперник начинает нервничать, и здесь можно, как бы, как говорится, и забить следом. Второй, по-моему, что так и было у вас в прошлом туре, здесь, да, 2-0 команда хозяев выигрывала, и Благовещение все-таки счет сравнял. Но у нас не получилось гол забить, поэтому что имеем, то имеем. Спасибо вам большое, поздравляем, желаем удачи. Козырев Илья, игрок команды гостей. Ну, Илья, сегодня поражение 0-2. Как считаешь, чего сегодня вам не хватило для, возможно, ничьи, а быть может и победы, а чего, быть может, не хватило конкретно тебе? Ну, команде в целом не хватило, физических качеств не было, неким было освежить игру, было мало замен, очень не хватало. Бежать вперед не могли, уже подустали в конце. Как можешь оценить сегодня команду соперника? Как, по твоему мнению, они сыграли? И вообще, как тебе в целом было с ними играть? Ну, соперник играл неплохо, создали много моментов, что-то реализовали, что-то нет, ну, как всегда в футболе. А что, возможно, конкретно тебе не хватило сегодня? Где-то концентрации, чуть в двух моментах расслабился, пропустил 2 гола и все. Спасибо, желаем удачи.